Гул работающей техники, звук от стука молотка и перфоратора разносится по округе. Рабочие трудятся, не покладая рук. И вся эта строительная суета для жителей – предзнаменование замечательного подарка – детского сада на 220 мест. В Галашке проживают около 8 тысяч человек. И именно в этом районе села самый высокий коэффициент рождаемости на душу населения. Соответственно, нехватка мест в дошкольных учреждениях ощущается остро. До официального открытия детского сада остается совсем немного времени. Здесь уже проделан огромный фронт строительных работ. Трехэтажное здание было возведено в кратчайшие сроки, и недавно здесь приступили к внутренней отделке и благоустройству территории. У нас сейчас идут отделочные работы, в основном внутренние отделочные, и благоустройство. С работой мы вентиляционную систему закончили меры по обеспечению пожарной безопасности, водопровод, канализацию. То есть у нас идет уже чистовая отделка. Электричество сделали. И осталось благоустройство, как вы видите. Многие строители, будучи жителями села, лично заинтересованы в безупречном качестве работ. Радимхан Келигова называет себя ветераном труда. И это оправдано. Штукатурит она уже 27 лет. Опыт внушительный. А стены после ее работы идеально гладкие. Второй слой шпаклев кеждах, троерянчил Детский сад строят по федеральной целевой программе. Это первое столь масштабное дошкольное учреждение в селе. Для комфортного пребывания детей здесь предусмотрели абсолютно все. На данном чертеже, на данный проект у нас состоит из двух блоков. То есть здесь у нас блок А, здесь у нас блок Б. И между ними у нас находится пищеблок. То есть здесь у нас будет помещение раздаточное. Чем отличается блок А от блока Б? У нас вот в блоке А предусмотрен зал музыкальных занятий. Здесь мы можем. И также у нас в блоке Б предусмотрен зал физкультурных занятий и также для творческих занятий. Теперь по мероприятиям по перемещению маломобильных групп населения. Вот здесь у нас в блоке А предусмотрены два лифта. Здесь один у нас лифт, здесь второй у нас лифт. А в блоке Б у нас на лестничных клетках предусмотрены механические наклонные подъемники. То есть они с первого этажа, чтобы подниматься на второй этаж беспрепятственно. У нас люди с ограниченными возможностями. Также у нас на втором этаже предусмотрен переход из блока А в блок Б. Здесь у нас, видите, вот он расположен один переход, здесь у нас расположен второй переход. Здесь между ними у нас стены мы выставили тоже из блоков. И далее, что для красоты у нас сделано еще витражи. Особое внимание застройщики уделили и вопросу безопасности. Согласно федеральной целевой программе, этот садик смогут посещать 220 детишек. Кроме как внутренних помещений с игровыми и спортплощадками, здесь предусмотрено и благоустройство территории, парковка, 12 спортивных площадок и газон. Геолокация объекта также удобна для жителей села. Протяженность 7-200 йер, 7 километров 200 метров. Так, и центр йер. Проект продуман основательно. На прилегающей территории установили трансформатор и дизельный генератор на случай перебоя в электроснабжении. Предусмотрели все и для отопительного сезона. Установлена блочно-модульная котельная на 38 киловатт. А с Нового года в этих коридорах будет разноситься радостный детский смех. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.